Смотрите в программе. Глава Якутии проверил ход исполнения в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Якутии наградили призеров чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills 2020». А педагог школы поселка Лебедины в Алданском районе вновь стала заслуженным учителем России. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. Начальника подразделения авиакомпании «Якутия» подозревают в коррупции и взятничестве. У ФСБ и МВД на транспорте пресекли незаконную деятельность. Установлено, что должностное лицо неоднократно получало от предпринимателей взятку в виде денег за выигрыш в конкурсе и последующее заключение договора оказания услуг по обеспечению бортовым питанием пассажиров и экипажей воздушных судов авиакомпании «Якутия». Он открыл банковский счет, на который руководители коммерческих фирм из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Анапы перечисляли требуемую сумму денежных средств за победу в тендерах. В настоящее время задокументировано 5 эпизодов взятничества. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Телефонный аферист обманул 79-летнюю жительницу города Мирный и похитил у нее почти 1 миллион рублей. Мошенник держал с ней связь в течение 2 часов, не давая опомниться. Пожилой женщине позвонил неизвестный молодой человек и предложил вернуть ей на карту переплаченные деньги за услуги сотовой связи. Получив согласие, злоумышленник попросил потерпевшую продиктовать номера банковской карты, оборотного кода, а также одноразовые коды из СМС-сообщений. Продолжая разговор, доверчивая пенсионерка выполнила все его указания, после чего с ее банковской карты произошло списание почти 1 миллиона рублей. Жителям республики следует помнить о том, что работники банков никогда не звонят и не требуют персональные данные, а также реквизиты банковской карты. Кроме этого, они не спрашивают СМС, пароли, пришедшие на телефон для предотвращения несанкционированного списания. Также необходимо помнить то, что нельзя устанавливать приложения с неофициальных сайтов. А также не переводите никогда свои сбережения на чужие банковские карты, если вы их не знаете. Айсан Николаев рассмотрел ход строительства федеральных автодорог и реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели региону выделено 4,8 миллиарда рублей. По итогам текущего года в нормативное состояние будут приведены 211 километров региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети городской агломерации город Якутск. Кроме того, на 1 октября этого года на строительство, капитальный ремонт и ремонт участков федеральных автодорог Вилюй, Колыма и Лена из федерального бюджета предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. Айсан Николаев подчеркнул, что в Якутии, несмотря на то, что в целом количество дорожно-транспортных происшествий остается на прежнем уровне, прослеживается положительная динамика по снижению аварийности на участках федеральных автодорог, количеству погибших и раненых. Контроль за наличием лекарственных средств в аптеках Якутии будет осуществляться ежедневно. Об этом сообщила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина. При необходимости фонды будут сразу пополняться. Балабкина отметила, что сегодня во всех медучреждениях республики достаточный запас, чтобы обеспечить лечение больных. Кроме того, глава республики поставил задачу усилить контроль за ценами на медикаменты, особенно в районах Якутии. Капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри идет по графику. Как заверил подрядчик, работу они закончат точно в срок, к 25 декабря этого года. Глава района Виктор Станиловский посетил объект. Сегодня ремонтные работы проходят в блоке А и выполнены на 80%. Прием юных пациентов сейчас проходит в отремонтированном блоке Б. Специалисты принимают детей в 3 смены. После запуска блока А будет установлено дополнительное новое медицинское оборудование, которое уже закуплено. На капитальный ремонт детской поликлиники из федерального и регионального бюджетов выделено 182 миллиона рублей. Мы очень рады, что наша детская поликлиника в городе Нерюнгри приобретает новые очертания и будет соответствовать всем требованиям 21 века. Это очень важно для того, чтобы наши дети имели хорошие новые детские сады, хорошие школы и, конечно же, очень хорошее медицинское обеспечение.
Сегодня состоялось награждение победителей 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы World Skills Russia 2020». В нем приняли участие руководители российского движения. На этом чемпионате сборная нашего региона улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом сразу на 10 позиций и стала победителем в номинации «Прогресс года». Из-за пандемии чемпионат впервые прошел в дистанционно-очном режиме с 6 по 21 сентября и собрал около 3000 участников из всех регионов страны. Около 100 молодых профессионалов из Якутии соревновались по 74 компетенциям и завоевали 24 награды. Это 9 медалей и 15 медальонов. В прошлом году в копилке Якутии было 4 медали и 2 медальона. Среди призеров были и школьники. С движением World Skills я познакомилась осенью прошлого года во время городских соревнований. Далее был республиканский этап, который я тоже успешно прошла, заняв первое место. Подготовка к финальному чемпионату занимала много времени и сил, а дистанционный формат оказался труднее, чем я предполагала. Эти дни были очень волнительные. Я была рада быть в сборной республики, ведь я представляла не только себя, но и прежде всего нашу республику. Заслуженным учителем России стала педагог школы поселка Лебедино Алданского района. Родному учреждению отдала более полувека. Сначала как ученица, затем как учитель. Высокую награду педагог считает не личным достижением, а плодом коллективного труда с вновь присвоенным званием. Ее поздравила Татьяна Вахнина. У Руслана Батирова не консультация и не индивидуальное занятие. В 11 классе полноценный урок английского языка. В школе поселка Лебединый Руслан единственный выпускник. Всего же в школе знания получают 70 ребят и девчонок. Легче получать знания, когда ты один, потому что к тебе идет более индивидуальный подход, нежели с пускай малочисленной все же толпой. С английской грамматикой Руслан дружит, словарный запас неплох и разговорная речь на уровне. Татьяна Александровна всегда рассказывает доступно и понятно. А если что-то не ясно с первого раза, учительница не пожалеет времени на повторные объяснения. С английским языком у меня все хорошо прямо со 2 класса. Татьяна Александровна хороший преподаватель английского языка. Сколько за 9 лет обучения английского языка ее знаю, всегда хорошо преподавала. Званий и регалий у Татьяны Александровны великое множество. Самую высокую награду она получила несколько дней назад. Учительнице было присвоено звание заслуженного работника образования и просвещения Российской Федерации. Я очень рада ей, очень взволнована, конечно, что мой труд оценен вот так вот высоко. Татьяна Серватовская отдала Лебединской школе более полувека. Здесь остались ее школьные годы. Учит детей она уже 45 лет. 16 из них находилась в должности директора. Социальный педагог Ольга Кович сегодня коллега Татьяны Александровны. А много лет назад педагог английского языка была классной руководительницей Ольги Георгиевны. Татьяна Александровна была моим учителем английского языка. Я помню, с какой радостью мы встречали ее, когда Татьяна Александровна приходила на урок. Мои дети отучились у Татьяны Александровны, сейчас ребенок мой учится у Татьяны Александровны. И скажу, знания, которые Татьяна Александровна дает, они очень хорошие, крепкие. Любая награда, считает Татьяна Александровна, не индивидуальная заслуга учителя. Это всегда коллективный труд. Заслуженным работникам образования и просвещения России Татьяне Александровне помогли стать в первую очередь ее учителя и ученики, нынешние и бывшие. И родители, и ученики в первую очередь, да, это и коллеги, конечно, и те учителя, у которых я училась. Ну а сегодня я работаю в коллективе, где вот только подумать, что порядка 80% это мои бывшие ученицы. Иностранными языками свободно владеют, конечно, не все выпускники Татьяны Александровны, но любимый инглиш помнят и много лет спустя. Учительницей для них Татьяна Александровна остается и сейчас. Педагогической мудростью с молодыми коллегами она делится щедро. Татьяна Вахнина, Алданский район, поселок Лебединый. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.